Так, 3, 2, 1. Поехали. Здравствуйте! Вновь с вами я, Алина Мальцева, и мы продолжаем рассматривать программу «Формула любви». Милые девушки, чтобы научиться правильно выстраивать отношения с мужчинами, нам необходимо, прежде всего, познать себя. Как я уже говорила в предыдущей лекции, каждая из нас наделена индивидуальными приемами очарования. Отсюда следует вывод, что получится у одной девушки, то не получится у другой. Поэтому общих правил здесь нет. Для того, чтобы научиться индивидуальному искусству построения отношений с мужчинами, нам необходимо знать, какой женской сексуальной силой обладает каждая из нас. Это, в свою очередь, позволит определить, какими индивидуальными флюидами любви мы наделены, какими преимуществами обладаем перед другими женщинами и какими индивидуальными методами общения мы можем привлечь мужчину. Итак, мы начинаем говорить о женской силе, о той сексуальной энергии, о которой сегодня так много говорят. Каждую из нас первозданная царица женственности наделила удивительным качеством, магической силой обольщения. Дар поистине королевский. Ведь мужчины реагируют не только на красоту, но и на излучаемые женщиной флюиды любви. Именно эти флюиды сексуальности делают женщину женственной и очаровательной. Такой, ради которой мужчины готовы даже на самые невероятные поступки и подвиги. Но излучение этих флюидов на мужчин воздействует по-разному. Возникает вопрос, почему? А объясняется это тем, что все мы, женщины, относимся к разным уровням женской сексуальной силы. В женской природе их существует 8, но о 5 наиболее встречающихся — императрице, собственнице, музе, охотнице и амазонке — мы начнем говорить уже сегодня. У каждого из уровней есть своя характеристика, определяющая преимущества и индивидуальные формы общения девушки с сильным полом. Правильное применение этих знаний в жизни поможет вам привлечь мужчину и выстроить с ним гармоничные отношения в семье. Итак, женщины, обладающие сексуальной силой императрица. Они нравственны, терпеливы, умны и деловиты, живут по принципу «самое лучшее у меня», идеальны сами, все делают для того, чтобы их семья была такова. Мужчина, завоевавший такую женщину, получает счастливый билет в обеспеченную жизнь. Ведь она всегда найдет для него сферу деятельности, благодаря которой он в полной мере сможет обеспечить семью. Для таких женщин самое главное в семье — это взаимопонимание, уважение друг к другу, дружба и, как обязательное условие, материальное обеспечение со стороны мужа. Влюбляются они не столько в мужчину, сколько в его действия по отношению к ней. И как только это происходит, они всем сердцем отдаются этой любви и начинают жить по принципу «и в горести все преодолеем, и в радости всех победим». Придерживаясь такой позиции, отдавая всю себя семейному очагу, быстро забывают о том, что прежде всего они сексуальные женщины, а только потом хозяйки, матери и подруги. В интимных отношениях спокойные, выдержанные, инициативу не проявляют, поэтому мужчины часто называют их холодными женщинами. Мужчинам с такими женщинами сложно, да и женщинам тоже нелегко. Имея высокий уровень духовного развития, они не могут понять, почему для мужчин самое главное — это сексуальные отношения, а не любовь и семейные ценности. Так как сегодня это завышенные требования к представителям сильного пола, женщинам-императрицам следует снизить планку своих требований. А это для них, я вам должна сказать, практически невозможно. Поэтому, чтобы кардинально не ломать себя, им изначально необходимо найти идеального партнера с такими же принципами и жизненной позицией, как у них. У женщин с уровнем сексуальной силы императрица присутствует много мужской энергии. Поэтому для них очень важно устоять перед соблазном брать на себя мужские обязанности. Девушки, хочу вам дать совет. Да, вы сильные, неприступные и знающие себе цену женщины. Но не забывайте, что рядом с вами мужчины, которые любят вас и хотят видеть в вас прежде всего слабую, нежную и очаровательную избранницу. Поэтому раскрывайте свои флюиды любви, повышайте свою сексуальность и развивайте свою эротическую экстравагантность. Будьте женственны. Я думаю, что, прослушав эту информацию, у вас возникло желание определить, обладаете ли вы сексуальной силой императрицы. Если вы хотите узнать свой уровень женской сексуальной силы, то за ответом можете обратиться к нашему методическому пособию «Формула любви». На следующих встречах мы с вами продолжим рассматривать другие уровни женской сексуальной силы. Всего вам доброго! До новых встреч!